Двое мужчин пострадали в результате опрокидывания иномарки на федеральной автодороге Вилюй в Сунтарском районе республики. На 976-м километре дороги Вилюй 23-летний водитель Toyota Карина с одним пассажиром не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины на проезжей части, говорится в сообщении управления ГИБДД. В результате ДТП пассажир получил сотрясение головного мозга, перелом плечевой кости и был госпитализирован в хирургическое отделение Сунтарской больницы. Водитель получил ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что в момент аварии по результатам проверки оба мужчины были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Со слов водителя следует, что он не справился с управлением на повороте в связи с высокой скоростью. По факту ДТП проводится проверка. Пьяный водитель устроил аварию на трассе Лена в Алданском районе республики. 42-летний мужчина на автомобиле Toyota Prius без прав на вождение не справился с управлением, из-за чего допустил наезд на бордюр. На момент ДТП в салоне находились 3 пассажира. В результате один из них получил ушибы головы и шейного отдела позвоночника. Остальные участники происшествия не пострадали. Освидетельствование показало у мужчины 0,90 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Со слов водителя, в тот день он с товарищами распивал спиртные напитки, потом решил поехать в Алдан. Отмечается, что ранее виновник автоаварии уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения без соответствующих прав. По факту происшествия проводится проверка. Телефонный аферист обманул 79-летнюю жительницу города Мирный и похитил у нее почти 1 000 000 рублей. Мошенник держал с ней связь в течение 2 часов, не давая опомниться. Пожилой женщине позвонил неизвестный молодой человек и предложил вернуть ей на карту переплаченные деньги за услуги сотовой связи. Получив согласие, злоумышленник попросил потерпевшую продиктовать номера банковской карты, оборотного кода, а также одноразовые коды из СМС-сообщений. Продолжая разговор, доверчивая пенсионерка выполнила все его указания, после чего с ее банковской карты произошло списание почти 1 000 000 рублей. Якутские наркополицейские пресекли деятельность членов преступного сообщества, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков. Они установили, что 2 граждан страны ближнего зарубежья могут быть причастны к сбыту синтетики на территории республики. В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемый мужчина и его подельница направились в Ямало-Ненецкий автономный округ. Правоохранители Якутии выехали в служебную командировку в город Новый Уренгой, где при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали фигурантов, которые были доставлены в Якутск и заключены под стражу. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Предварительным следствием установлено, что задержанные предположительно являлись участниками преступного сообщества, члены которого занимались бесконтактным сбытом наркотиков в городах Ямало-Ненецкого автономного округа, Оренбургской и Сахалинской областей, Камчатского края, Якутии, а также на территории Республики Казахстан. Продажа запрещенных веществ осуществлялась посредством интернет-магазина через тайники-закладки. Из незаконного оборота оперативниками в рамках расследования изъято более 100 граммов сильнодействующих веществ. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего фигуранта вместе с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении его подельницы было выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается. 22-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 «Организация преступного сообщества» или участие в нем, и по части 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». Уголовное дело возбудили после травмирования машиниста на золотодобывающем предприятии в Якутии. Он получил тяжелые травмы в ходе работ. 3 сентября этого года машинист автогрейдера получил задание от механика на замену шин. Для транспортировки колес потребовался погрузчик, водитель которого находился на больничном. В связи с этим механик дал пострадавшему устное разрешение воспользоваться погрузчиком для перевозки колес, а также заправить его. Отмечается, что машинист не имел соответствующего удостоверения и не обладал правом управления этой техникой. Управляя погрузчиком при движении задним ходом, мужчина допустил наезд правыми колесами на бровку дороги, что повлекло опрокидывание погрузчика. В результате мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к инциденту.
Вечером в среду Дерек Шовен, белый экс-полицейский, обвиняемый в убийстве чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе, вышел из тюрьмы Оук-Парк-Хайтс в штате Миннесота. Суд освободил его под залог в $1 миллион с условием, что он не станет искать контактов с семьей покойного, сдаст оружие и не будет работать в полиции и охране. Безусловный залог предполагал сумму в $1,2 миллиона. Джордж Флойд умер от удушающего приема, который применил к нему Шовен при задержании по подозрению в попытке расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Последними словами Флойда были «я не могу дышать». При этом присутствовали коллеги Шовена, полицейские Ту Тао, Томас Лейн и Александр Кюнг. Они находятся под стражей и также подали ходатайство о выходе под залог. Процесс по делу об убийстве Флойда назначен на март будущего года. Его смерть вызвала волну протеста против полицейской жестокости и расизма под лозунгом «Black Lives Matter» – «Жизни черных имеют значение». Движение распространилось по многим городам США и выплеснулось за их пределы. Мирные манифестации то и дело перерастали в беспорядки с погромами, поджогами и грабежами. Новость об освобождении Дерека Шовена под залог вызвала возмущение у части жителей Миннеаполиса. Люди собрались у импровизированного мемориала Джорджа Флойда с требованием справедливости к жертвам насилия. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.